Резервисты Турачалского района с раннего утра начали собираться на месте проведения оперативно-тактических учений. Выбор места пал на действующий стадион. Именно здесь приземлится вертолет с президентом страны. Строго в определенное время на землю приземляется вертолет Минобороны Республики. Прибыл главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба. Центральной обороны Пушавского района развернут, готов к учению начальник штаба Центральной обороны. Глава администрации. Добро пожаловать, благодарю. Далее Бадра Гунба направился в сторону резервистов, приветствуя всех на своем пути. Среди военнообязанных и ветераны Отечественной войны народа Абхазии. Президент отметил вклад ветеранов, которые делятся опытом и прививают молодому поколению любовь к родине и чувство долга. Также он пообщался с медиками, которые часто оказываются на самых опасных участках фронта. Спасибо, что вы в строю. И в период войны тоже медики играли ключевую важную роль. Так сложилось, что и мой однофамилец как раз в период войны находился здесь. Для меня люди в белом халате — это очень храбрые, отважные. И люди, которые спасли хотя бы одну жизнь, это для нас герои. Спасибо вам большое, низкий поклон. Президент страны ознакомился с текущей обстановкой, ходом развертывания сил на местности и заслушал доклады о подготовке личного состава, задействованной техники и выполнении поставленных задач учений. Очень важно, чтобы сегодня молодые ребята, новобранцы, имели возможность практиковаться и получать опыт у своих старших коллег. Сегодня очень много здесь я вижу ветеранов Отечественной войны. Среди вас ваши сыновья, представители более молодого поколения, которые должны и призваны служить своему Отечеству, перенимать весь опыт, накопленный у наших ветеранов. Спустя 32 года у нас сохраняются все те же угрозы. Никто не отказался от реваншистских действий. Учитывая вышеизложенное, нам надо быть готовыми к развитию любых сценариев. Во время учений армия становится единым организмом, способным выдержать любую атаку. В эти дни воздух будет пропитан напряжением и предвкушением будущей победы. Как известно, по Абхазии проходят командно-штабные учения. Также в нашем районе, в Парчельском районе, проводит первый мотострелковый Парчельский полк. Мы также будем участвовать во всех учениях родов войск. Также ожидается высадка в Цабали. Вся техника, которая приписана к первому мотострелковому Парчельскому полку, тоже будет участвовать. Такие учения необходимы. Они позволяют координировать различные группы наши, укрепляют боевой дух. Получается, повестку прислали вчера и добровольно сюда сегодня пришел на сборы. Как я думаю, также все здесь. И систематически нужно их проводить, чтобы люди имели никакую боевую подготовку, чтобы хотя бы какие-то первые начальные навыки люди имели, знали, что такое военное дело. Мы каждый год участвуем в учениях, ездим и в Цабал. Поэтому, если понадобится наша помощь, мы всегда готовы защитить свою родину. Фельдшер, медсестра, доктор-реаниматолог в этом году едет. Все необходимое для оказания первой помощи у нас все готово. Мы готовы. Главнокомандующий вооруженными силами Абхазии Бадра Гунба, продолжая облет мест сбора подразделений, направился в сторону села Кутол. Товарищ главнокомандующий, личный состав первой бригады построено. По списку 1000 человек оповещено 700 человек, на лицо 300 человек, 400 человек ожидаем. Бадра Гунба ознакомился с текущей обстановкой и ходом развертывания сил на местности. Оперативно-тактические учения вооруженных сил Абхазии проходят с 13 по 17 октября на всей территории страны в круглосуточном режиме с широким привлечением резервистов.
Далее глава государства на вертолете направился в сторону города Ачамчиры. Здесь уже в назначенное время выстроились резервисты сел Ачамчирского района. Они же уже с завтрашнего дня будут проходить учения в военных полигонах. Иҟоуп амчрақәа изҭахо ара ҿыцла аибашьра хлымӡаах аартра. Аха ҳара ҳазыхиазароуп еиуеиԥшым асценариақәа. Убри инамаданы иахьа имҩаԥысуа аҽазыҟаҵарақәа зызку акомандирцәа реизыҟазаашьа, русеицура, аибашьра нҵо аамҭазтәи иазааигәаны резервисты всех сел и городов будут проходить оперативные учения в 3 полигонах страны. Армия будет разделена на западную и восточную части. Нужно подготовить не только личный состав, технику и оружие, но нужно еще и подготовить район предстоящих действий. Это тоже большой пласт такой работы, который стоит перед командованием. Нужно провести рекогносцировку в деталях, определить маршруты. Все это нужно делать скрытно, потому что учение двустороннее, и противоположная сторона использует все силы и средства. Это беспилотные летательные аппараты, диверсионно-разведывательные группы для того, чтобы вскрыть характер действий бригады. И, конечно, не допустить ее организованное применение в современных таких вот условиях. Действительно, только в мирной цели, чтобы мы все собирались, чтобы войны не было. Ну, вокруг мы все видим в мире, что происходит. Ну, вот этого бы не было бы, конечно, чтобы мирное всем, по всему миру, чтобы мир было. Вот это мы и желаем. Это очень хорошее дело, потому что, не дай бог, но в случае какой-то опасности, чтобы слаженность была, чтобы люди могли быть оповещены вовремя, чтобы каждый знал, что будет делать. После города Ачамчира главнокомандующий вооруженных сил Абхазии прилетел в город Гудаута, где его также ждали резервисты. Полковник абхазской армии Роман Цукба доложил президенту о численности резервистов и представленной техники. Бадра Гунба подчеркнул, что абхазский народ должен быть готов в любое время встать на защиту Родины. Иахьа ҳнапаҩну, иахьа уажәраанӡа ихьчаны иаҳарҭаз ҳҳәынҭқарра аԥеиԥш ацҵароуп. Агәра ганы сыҟоуп, абра игыло, ара иҟам иахьа иақәымшәозгьы, шәара инықәзаалагьы Аԥсны ахьчара шизыхио. Оперативные военные учения будут проходить на территории Абхазии и днем, и ночью. Нала Чхинджерия, Камила Джопуа, Давид Авицба, Рамо Камке, Давид Хашик, Адам Рычения, Абхазское телевидение.